Бисмиллахир-рахманир-рахим. Президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов. Я сегодня с большим удовольствием постараюсь ответить на все вопросы, заданные нашими друзьями, польскими журналистами. Также я разрешаю пользоваться этим материалом другим журналистам других агентств в связи с тем, что идет война, страшная, жестокая, война не по правилам, и добраться до президента Чеченской Республики Ичкерия сегодня очень тяжело. Здравствуйте. Первый вопрос. История конфликта с 1999 года. Мы много раз говорили, продолжаем говорить, что история этой войны, этой варварской войны, или как конфликта называют, 1999 года началась только по одной причине. Это причина неопределенность взаимоотношений между Российской Федерацией Россия и Чеченской Республикой Ичкерия. Если бы во время второй встречи в 1997 году мной и Борисом Николаевичем Ельциным в Кремле, когда я на этой встрече предложил президенту Российской Федерации подписать полномасштабный договор, если у нас хватило бы воли подписать этот документ, то этой войны бы не было. Я вас в этом уверяю. То есть 300-летнее противостояние между Россией и Чечней именно по этой причине. Мы до сих пор не знаем, кто есть кто. Мы говорим, что есть Россия, это чужое государство, и притом враждебное государство. А Россия говорит, что Чечня есть субъект Российской Федерации. И мы это в категорической форме отрицаем и отрицаем. Остальное все это причины этой войны, начала этой войны. Первая причина, что России нужно было заменить больного президента, то есть семье нужен был свой человек. Этого человека нужно было сделать, найти. А на войне сделать человека или сделать рейтинг для человека очень легко. Поэтому была придумана эта война. С этой семьей пошли на сговор генералы Квашнины, Трошевы, Шамановы, Бабичевы, которые позорно проиграли ту войну, война 1994-96 годов. То есть с одной целью – жажда возмездия против чеченского народа за свой проигрыш позорный.
А началом этого конфликта, войны, послужило это взрывы жилых домов в Буйнакске, в Волгодонске, в Москве. Случайно не взорвали в Новгороде. То есть взрывы собственных домов силами спецслужб самой России. Опять-таки, чтобы свалить вину на чеченцев и назвать чеченцев международными террористами. И также мы не отрицаем, что также позорный поход в Дагестан также приурочили к этому. Вот история конфликта, войны с 1999 года. Следующий вопрос. Комментарии к президентским выборам в Чечне 5 октября 2003 года. То есть эти выборы, будем считать, что позорный факт, фарс, спектакль, устроенный российскими политиками и местными марионетками, уже прошло. По этому поводу сказал бы следующее, что на территории чеченского государства не могут быть выборы. Это просто невозможно. Нет условий. Идет страшная, кровавая, жестокая война. Это понятно всем, об этом мы говорили много раз. Второе. Решением Государственного комитета обороны и Маджлис Шура в самом начале войны с введением военного положения объявлено, что пока идет война на территории чеченского государства, не могут проводиться съезды, референдумы, выборы или другие мероприятия, которые волеизъявляют население Чечни. Пока не будут созданы условия, пока не закончится война, пока мы не освободим свою территорию от оккупантов, агрессоров, от этих палачей. Поэтому, по-моему, не только здесь, даже и во всем мире всерьез эти выборы никто не воспринимает. Ни одна международная организация не прислали своих наблюдателей. Независимых журналистов на территории Чечни не было. Во время, когда они имитировали выборы, шли боевые действия, активные боевые действия, и процент участия населения на этих выборах максимум 3 или 5%. 3 или 5%. Все равно, хотим или не хотим, Кремль все делает по своему сценарию. Сначала придумали войну, кассетные ракеты,
бомбы, войска, оккупация, потом ФСБ, ГРУ, потом геноцид, затем Конституция, затем референдум, теперь выборы. И остановить этих безумцев невозможно. Их можно остановить только силой. И мы это делаем. Поэтому сегодня, в любом случае, даже если эти выборы состоялись, был бы назначен человек, и был бы назначен человек, угодный Кремлю, кремлевским руководителем. Значит, человек неугодный чеченскому народу. Если Россия наш враг, Россия мы в состоянии войны, то как они могут нам назначить нормального президента или руководителя? Значит, они нам назначат такого же врага, как сами. Поэтому руководитель или администратор, который назначен Кремлем, он будет до поры до времени выполнять функции, возложенные Кремлем. Он их будет добросовестно выполнять, то есть помогать осуществлять геноцид над собственным народом. И он это будет делать добросовестно, и он это будет делать до тех пор, пока не настигнет рука наших бойцов или на народного мстителя. Он обязательно понесет наказание. Следующее. Какие варианты развития событий в будущем? Я думаю, что продолжая эти спектакли, референдумы, выборы, значит, Кремль, руководитель России, выбирает путь к войне. Значит, война будет продолжаться. Сопротивление мы не прекратим, пока на нашей территории будет хоть один российский оккупант или агрессор. Поэтому, как я говорил, к большому сожалению, война будет продолжаться. Мы обязательно очистим свою землю от этих убийц, палачей, и мы уверены, и в этом у нас нет никаких сомнений, что у нас будет свободное, свое чеченское государство. Следующий вопрос. Кто сегодня в процентном отношении поддерживает борьбу за независимость? За независимость. Да, сегодня народ устал. Война продолжается 4 года, уже 5-й год. Но я скажу, не скрывая, если сегодня спросить любого человека, уставшего, или чеченца, который вчера поддерживал Дудаева, Масхадова, был он доволен или нет, или он был лоялен к России или нет. Сегодня он ненавидит Россию. И ненавидеть Россию невозможно после этого варварства.
И освободиться от этой России можно только одним путем. Построить свое собственное, независимое чеченское государство. И знаю еще одно. Сегодня, если спросить любого человека, как остановить войну, то ответит любой, только одним путем. Это сделает не Путин, это сделает не Запад, это сделает не Кадыров, это сделают бойцы народного сопротивления. Только они. В этом народ верит. И я уверен, что народ поддерживает движение сопротивления. И в этом наша победа. В этом наша победа. Следующий вопрос. Существует ли возможность мирного урегулирования ситуации в Чечне? По-моему, сегодня кремлевские руководители загнали себя в тупик. И, по-моему, в глубокий тупик. Остановить войну они уже не смогут. Войну может остановить только третья сторона. Как остановить войну? Мы свою концепцию предложили. Принцип обусловленной независимости, предложенный министром иностранных дел Чеченской республики Ичкерия Ахмадовым и утвержденной мной. Без участия третьей стороны, третьих государств, авторитетных международных организаций остановить войну в Чечне, я еще раз повторяю, невозможно. Невозможно. Потому что кремлевский горе-мечтатель до сих пор питает иллюзиями, позорно проиграв эту войну, что руками этих марионеток или кучка бандитов, которые окружают Кадырова, можно в Чечне спровоцировать гражданскую войну. А мы заявляем и говорим, что это невозможно. Никто это не смог сделать. Там, где идет война, там, где оккупирована война другим государством, гражданской войны не бывает. В истории нет такого навыка. Что хотят придумать русские, не знаю. Следующий вопрос. Какие у вас идеи борьбы за независимость на сегодня? Я примерно понял этот вопрос. Я повторяю, что мы не международные террористы, мы не фундаменталисты, мы чеченцы. Идею борьбы за национально-освободительное движение, национально-освободительную борьбу придумали не мы, а придумали наши отцы и деды. Мы продолжаем их дело. Мы хотим освободиться от варварского государства, от непредсказуемого государства. И мы это сделаем. Следующий вопрос. Почему тема чеченско-русской войны не существует в этом мире, и в какой степени Запад поддерживает эту борьбу?
то есть борьбу чеченского народа. Отвечаю, что Запад не заинтересован сегодня остановить эту войну. У Запада, у себя очень много проблем с Россией. То есть не настала еще наша очередь. Сегодня на очереди Балканы, Афганистан, Ирак, Закавказье, решение топливо-энергетических проблем и так далее. И Запад сегодня заигрывает с Россией, решая вот эти проблемы. Когда наступит наша очередь, Северный Кавказ, Прикаспийская шельф и так далее, вот тогда придут к нам, к чеченцам. Вот тогда мы скажем свое слово. И России, и Западу. Как нам это выгодно? Поэтому мы сегодня знаем одно. Пока эта очередь не наступила, пока Запад решает другие проблемы, нам нужно продолжать борьбу. Организованное сопротивление против российской агрессии и оккупации. И именно методами организованной борьбы. И мы это делаем. Поэтому мы надеемся только на собственные силы. Не на Путина, не на Запад, а на собственные силы. И мы будем продолжать эту борьбу. И последний вопрос. Какая будет реакция на выигрыш Кадырова? Никакая. Какая может быть реакция на человека, который назначит Кремль? Государством, в котором мы находимся в состоянии войны. Какая для нас разница, что он избран или назначен? Какая для нас разница, что он администратор или президент? Для нас он враг, национал-предатель. Сегодня Кремль считает, что для них самая удобная фигура – это Кадыров. А я бы сказал наоборот. Это самая удобная фигура для движения сопротивления. Потому что этого человека ненавидит никто в Чечне. Ни ребенок, ни женщина. От малого до великого. Его ненавидят даже те, которые вчера были против Дудаева-Масхадова. Поэтому объединить всех против этого человека Масхадову будет легче. Значит, он удобная фигура для Масхадова, для движения сопротивления. Спасибо за внимание.